Қымбатты отандастар, құрметті қонақтар. Біздің тарихымыздың екінші 10 жылдығы жаңа ғасырмен сәйкес келіп отыр. Бұл ғасыр бұрын соңды болып көрмеген ұлтаралық және діни жауластықтың куәгері болуда. Біздің көз алдымызда тұтас мемлекеттер күйреп жатыр. Күйреудің себебі ұлттық мүдделердің қақтығысы болып отыр. Сондықтан да біз еліміздің ең басты жетістігі ортақ үйіміздің ұлтаралық келісім, бейбітшілік және тұрақтылық дейтін болсақ, бұл әншейін айтыла салған сөз емес. Бұл осынау беймаза әлемдегі қол жеткен елеулі табыс деп қарауымыз керек. Ал бұл табыста Қазақстан Халықтар Ассамблеясының рөлі мен үлесі өте зор екені бәрімізге белгілі. Уақыт бәріне де төреші. Өткен уақыт біздің халықаралық ассамблеяның қазіргі замандағы сирек кездесетін этникалық келісім құралы екендігіне Қазақстандағы және одан тыс жердегі барша жұрттың көздерін жеткізді деп ойлаймын. Сол үшін мен осы залда отырғаны бар, мұнда келе алмағандар бар, осынау айрықша институттың іргесін қалаушыларға шын жүрегімнен алғысымды білдіргім келеді. Дорогие соотечественники, уважаемые гости, второе десятилетие нашей истории совпало с новым столетием. Столетием, которое столкнулось с небывалым ростом межнациональной и религиозной вражды. На наших глазах разваливаются целые государства, причиной развала столкновения национальных интересов. Поэтому, когда мы говорим, что главным достижением нашей страны является межэтническое согласие, мир, стабильность в нашем общем доме, это не просто известная истина. Это серьезный успех в этом нестабильном мире. В этом велика роль и заслуга Ассамблеи народов Казахстана. Говорят, что времена обладают исключительным даром убеждения. Думаю, что прошедшее время убедило всех и в Казахстане, за его пределами, в том, что наша Ассамблея народов – это редкий в современном мире инструмент этнического согласия. Я хотел бы искренне поблагодарить за это всех находящихся в зале, за его пределами, созидателей этого нашего уникального института. Развитие мировых процессов на рубеже столетий принесло человечеству немало опасностей и тревог. Одна из них – обострение межнациональных отношений. В ряде европейских стран серьезной проблемой становится массовая миграция из развивающихся стран и возникающее в связи с этим культурно-национальное напряжение. Острые столкновения на национальной почве происходят в некоторых азиатских государствах. По религиозно-этническим причинам продолжается многолетнее противостояние между государствами Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии. В Африке этнические конфликты приобретают формы братоубийственных войн целых народов. Межнациональные проблемы имеют тенденцию к обострению в ряде регионов Содружества независимых государств. Мы наблюдаем, казалось бы, парадоксальное явление. В процессе глобализации, который охватывает все новые и новые стороны жизни человечества, унифицирует наш мир, обостряется национальный вопрос. Кажется, что создатель великих антиутопий прошлого века Олдос Хаксли был прав, утверждая, прогресс технологии одаряет нас все более совершенными средствами для достижения вспять. Почему так происходит? Причины этнических конфликтов на планете многообразны, но все же в основе большинства из них лежат три главные проблемы. Во-первых, глобализация расширяет взаимодействие народов. Она дает возможность всем обществам приобщиться к достижениям технологии, радикально меняет экономические структуры, превращает мир в единую коммуникационную систему. Но вместе с тем она порождает у многих людей естественные опасения утратить свои исторические корни, то есть национальную идентичность, язык, культурные и религиозные традиции. Эти чувства вызывают иногда неприязнь носителям иных этнических религиозных ценностей. Во-вторых, вследствие глобализации в некоторых национальных государствах нарастают внутренние противоречия.
Государственные границы теперь становятся более прозрачными. Через них в общество проникают не только блага цивилизации, но и многие общемировые угрозы. Прежние механизмы безопасности, основанные исключительно на защите внешних рубежей страны, военном сдерживании, уже недостаточно эффективны в борьбе с такими явлениями, как международный терроризм, религиозный экстремизм, транзит наркотиков и торговля людьми. Масштабный процесс нового переселения народов, с одной стороны, обостряет проблему нелегальной миграции, и мы это ощущаем. С другой стороны, он ведет к размыванию прежней мононациональной основы многих государств мира. В современных этнически многообразных обществах оказывается гораздо труднее найти консолидирующие государства и общества стержни, не отступая при этом от принципов, на которых создавались национальные государства. Во многих странах мира активизируются разного рода национальные движения и партии, играющие на этнической тематике. Политики, призывающие к принятию ограничительных мер в отношении национальных меньшинств, мигрантам, кое-где собирают значительную часть голосов на выборах, усиливая межнациональное напряжение в этих обществах. Недаром говорят, когда у оппонента кончаются все аргументы, он начинает уточнять национальность. Следует также добавить, что ряд современных государств в силу внутреннего межэтнического напряжения уже длительное время находится в состоянии полураспада. В-третьих, корни большинства межнациональных конфликтов питают нерешенность социально-экономических проблем. Явным стал дисбаланс в развитии различных регионов мира, неравномерность социального положения людей даже внутри одного общества, бедность, безработица, ограниченный доступ к ресурсам, социальная неустроенность, низкий уровень грамотности порождает жесткий ответ. Верно было подмечено, что ненависть – это гнев бедных. Мне вам неоднократно приходилось приводить примеры из отчета Всемирного банка, который ежегодно дает данные о том, что на планете 800 миллионов человек сегодня голодают. 1,5 миллиарда человек живут на средстве менее чем $1 в день. 20% и меньше государств мира и народов обладают 80% богатства Земли. Остальные 80% людей планеты живет лишь на 15%. Вот это неравенство, называйте его север и юг, бедных и богатых, таится в этом вся угроза. Я говорил, что основные корни экстремизма, основные корни и терроризма надо искать там, человечеству, в лице Организации Объединенных Наций, нам надо будет искать решение этих проблем. В современном мире такой дисбаланс принимает острые конфликтные формы от экстремистских действий до террористических актов в отношении представителей других народов. Таким образом, на рубеже столетий мир переживает острую фазу обострения межэтнических отношений. Можно сказать, что одна из главных проблем 21 века заключается в том, что человечество не выработало универсальные формулы межнационального согласия. Эта проблема обладает огромным разрушительным потенциалом, лежит в основе многих глобальных угроз и вызовов миру. Развитие Казахстана все 12 лет независимости шло вопреки этой опасной тенденции. Межнациональное согласие в казахстанском обществе – это не результат какой-либо особой природы тех или иных народов. К сожалению, национальная история Казахстана также полна таких же примеров кровавых межнациональных конфликтов, как и история любой другой страны в прошлом. Наше национальное согласие – результат кропотливой работы государства при поддержке, конечно, институтов гражданского общества на протяжении всех этих лет. В сложных условиях нам удалось создать оптимальную модель взаимоотношений между всеми этническими группами населения страны. Она обоснована на взаимопонимании и терпимости, патриотизме, гражданской ответственности за судьбу страны и представителей всех этносов, живущих на древней земле казахов. В Казахстане закреплено в законодательстве, реализовано на практике этническое равноправие граждан страны во всех сферах общества.
Наконец, нами создан уникальный общественно-политический институт Ассамблеи народов Казахстана, как главный механизм межэтнического взаимодействия народов. На уровне областей действует региональная ассамблея народов. В нынешнем году сформирована вертикаль исполнительных рабочих структур большой и малых ассамблей. Сегодня в Казахстане действует более 350 республиканских местных национально-культурных центров. Они объединяют сотни тысяч людей, заинтересованных в сохранении и развитии языка, культуры, традиций своего этноса. Государство поддерживает эти процессы. Наш опыт получил признание на самом высоком международном уровне, и вы это знаете. Его отметили генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Верховный комиссар по делам нацменьшинств ОБСЕ, Совет Европы, политические и духовные лидеры, общественные деятели многих стран мира. Наша модель межэтнического согласия рекомендована государством планеты как воплощение на практике формулы гражданского мира в многонациональном обществе. Думаю, вы понимаете, что это нас ко многому обязывает, чтобы подтверждать, что мы являемся именно таким обществом не только сейчас, но и в будущем. По подсчетам экспертов, в 2003 году в мире было отмечено несколько локальных войн, десятки вооруженных конфликтов. Если быть точным, только за этот год произошло 14 войн кровавых и несколько десятков столкновений, конфликтов. В основном по национально-религиозным причинам. Агрессия, национальная нетерпимость часто возникает из-за непреодолимого желания подчеркнуть превосходство своей нации или религии. Многие люди готовы умереть ради своего понимания религиозных идеалов. И мы это наблюдаем. А ведь любая великая религия прежде всего несет свет и мир. Так записано во всех документах религии. Бог создает людей равными, и только мы сами придаем столь драматический смысл различиям по языку, цвету кожи или разрезу глаз. Как-то один известный зарубежный политик мне рассказывал притчу. У 3 людей спросили, что такое рассвет. Один говорит, это разделительная полоса между днем и ночью. Второй сказал, это время между тьмой и светом. А третий был поэтом. И ответ его был таков. Это 2 женщины разных цветов кожи, но обе поистине прекрасны. Иногда простая мудрость поэта выше самых сложных политических теорий. Родители и школа должны воспитывать у ребенка простое правило с самого детства. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Жить в современном мире значит быть открытым, терпимым другим народам, культурам и религиям. Именно с детства, с детского сада, со школы с 1 класса. Родители дома должны детям внушать человеколюбие. А мы ведь все взрослые знаем, что было в нашем детстве, как нас воспитывали. Что у того другая религия, у нас лучше, вот тот такой, этот такой, каждому ярлык, каждому кличку. Вот откуда все рождается, вырастая, потом человек вырастает. Это воспитание нужно внутри Казахстана, потому что мы многонациональные. Но не только поэтому. Сейчас, вы видите, мир стал настолько открытым. Наши дети вырастут, будут ездить по всему миру, общаться будут в Африке, в Латинской Америке, в Европе, в Японии, где угодно. И придя туда, он будет на людей смотреть, как на человека, со всеми недостатками, которые ему не нравятся, с его видом внешним. Однако он не будет стараться его переделать, а воспримет его таким, каким он есть. Он найдет общение, ему будет легче. Вот почему глобально необходимо воспитывать наших детей в истинном чувстве интернационализма, что мы все люди прежде всего, а потом все остальное. Надо научиться любить человека. Я обращаюсь ко всем родителям, ко всем учителям наших школ. Именно так внушать детям нашим с измольства. Это нужно для их жизни. Им жить в глобальном мире. И в этом мире такие черты являются необходимым для их успешной жизни. Нам постоянно надо сверять часы с общим ходом мирового развития, учитывать особенности нашего многонационального общества при решении практических задач, стоящих перед страной. Иными словами,
Обществу нужны постоянная переоценка, осмысление опыта межнационального согласия как определяющего фактора нашего движения вперед. Казахстан становится неотъемлемой частью мирового сообщества. Это закономерно. Мы стремимся к тому, чтобы занять свою нишу в мировой экономике. Это объективный процесс. При этом не следует забывать, что мы вступаем в жесткий конкурентный мир. Наше стремление идти вперед провозглашено в стратегии «Казахстан-2030». На выполнение стратегии направлены действия государства по возрождению аула, по реализации программы индустриально-инновационного развития страны до 2015 года. Этой логике подчинены основные задачи и только что утвержденные мной государственной программы «Культурное наследие». Обеспечение единства многонационального народа Казахстана для нас не только достижение прошлого и настоящего, но и задача будущего, которая стоит перед нами. Если в результате тех или иных действий мы позволим нарушить сложившееся межнациональное согласие, то, должен предупредить, неминуемо утратим все те социально-экономические завоевания, которые с огромным напряжением сил достигнуто было за 12 лет независимости. Это нужно отчетливо понимать и казахской нации, всем этническим диаспорам современного Казахстана. Сфера межнациональных отношений не поле для экспериментов ни для кого. Это наиболее деликатная и важная сфера отношений ответственности, за которую несут эту ответственность в равной степени государственные органы и институты гражданского общества. Поэтому, прежде всего, нам важно иметь полное представление о том, какие угрозы представляют опасность для межэтнических отношений в Казахстане сегодня, в ближайшем будущем. Хочу сказать, как я их понимаю. Первый вызов – это попытки использовать религию как инструмент международного терроризма и экстремизма. В сознании человека религиозное и национальные чувства всегда были тесно переплетены. Подумайте об этом. И сегодня религия рассматривается как важный защитный механизм перед опасностью утраты моральных, культурных и духовных основ народа. Вполне естественно, что процесс духовно-нравственного возрождения казахстанского общества, сбросившего оковы тоталитаризма, привел к усилению роли религии в жизни людей. Мы это наблюдаем. В независимом Казахстане были приняты законы, гарантирующие светский характер государства, равные возможности для деятельности всех религиозных общин страны. При этом государство оказало активную помощь в строительстве и открытии культовых зданий, мечетей, храмов, молитвенных домов. Серьезных внутренних предпосылок для осложнения отношений между религиями у нас в Казахстане, слава Богу, нет. Эта опасность имеет в основном внешнюю природу. Она связана с использованием постулатов веры для оправдания экстремистских действий в политике, террористических актов, которые могут быть привнесены извне, в том числе экстремистские течения религий разных. Но не менее опасен и тезис об исламской угрозе, как говорят сегодня. История знает немало примеров, когда для оправдания террористических актов использовались самые разные вероучения. Вспомните историю. Об этом, в частности, свидетельствует хроника террора на планете за последние только полстолетия. В Казахстане большинство населения составляют сегодня мусульмане. Но у нас также представлена почти вся религиозная палитра современного мира. Православные христиане, католики, протестанты, иудеи, буддисты, приверженцы многих других культов. Всего 46 конфессий и номинаций действуют в нашей стране. В силу этого наше общество очень восприимчиво к различным инсинуациям по поводу агрессивности той или иной религии. Импорт и активная эксплуатация этого клише способна подорвать межконфессиональный баланс и вместе с тем поставить под угрозу этнический мир в Казахстане. Никакая религия по своей природе не может быть агрессивной. Агрессию порождает псевдорелигиозная деятельность, прикрывающая узкие политические иные цели. В сентябре нынешнего года, как вы знаете, Астана принимала у себя участников первого съезда мировых и национально-традиционных религий. В столицу Казахстана съехались
более 120 посланцев 18 основных религий мира. Проведение этого форума продемонстрировало способность духовных лидеров мира вести конструктивный диалог во имя мира, согласия между народами планеты. Съезд стал конкретным вкладом Казахстана в преодоление опасности межрелигиозного противостояния, которое распространяется по всему миру. Участники съезда высоко оценили уровень духовного согласия в казахстанском обществе, поддержали решимость нашей страны быть территорией межконфессионального мира, мостом взаимодействия мировых религий. В истории каждого города есть свои звездные часы. Астана пережила их в сентябрьские дни 2003 года, когда впервые в истории древней казахской земли, да и, надо сказать, и планеты, крупнейшие представители мировых религий сошлись в поисках согласия в начале нового тысячелетия. Говорят, что большое видится издалека, на расстоянии. Мы сами с вами до конца не осознали значение этого события для духовной атмосферы Казахстана, да и всего человечества. Сегодня перед нами стоит задача создать более прочные механизмы межконфессионального согласия в обществе, в том числе в рамках Ассамблеи народов Казахстана, которую мы с вами представляем. В этом мы рассчитываем на содействие со стороны лидеров всех религиозных общин Казахстана. Второй вызов. Межэтническому согласию в нашей стране связан с тем, что решать проблемы, возникающие в сфере межнациональных отношений в условиях либерального общества, едва ли не сложнее, чем при тоталитаризме. Хотя при тоталитаризме, как мы помним, решение национальных проблем означало простое их подавление. Демократия сама по себе не гарантирует автоматического решения проблем, возникающих во взаимоотношениях разных этносов. Об этом говорят опыт даже таких стран, как США, Швейцария, Бельгия, да и других, которые долгое время являлись своеобразным образцом решения межэтнических проблем. В условиях демократии при решении межнациональных проблем недостаточно использовать традиционные методы, связанные исключительно с деятельностью государственных органов. Государство, безусловно, играло и будет играть важную роль в поддержании и укреплении межэтнического согласия. Но при этом нужны дополнительные общественные механизмы регулирования межнациональных отношений. Предвидя это, в середине еще 90-х годов мы пошли на создание такого рода механизмов национально-культурных центров, большой и малых ассамблей народов. Это был шаг в верном направлении. По сути, национально-культурные центры стали одним из первых самоорганизующихся институтов гражданского общества. И вместе с тем они стали основой межэтнического согласия в Казахстане. С тех пор в стране возникли разнообразные творческие объединения разных этнических групп. На национальных языках издаются средства массовой информации. Работают негосударственные образовательные учреждения и воскресные школы. Сегодня в стране действуют казахские, русские, уйгурские, немецкие, корейские, узбекские театральные коллективы. На 11 языках этнических групп выходят в эфир телерадиопередачи, выпускается около 2 десятков центральных и региональных печатных средств массовой информации. Только в рамках государственного заказа на национальных языках ежегодно издаются до 30 книг тиражом более 80 тысяч экземпляров. У нас функционирует более 170 воскресных школ, в которых дети обучаются на 23 языках национальности граждан Казахстана. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях открыты школы национального возрождения. Поэтому нам необходимо полнее использовать этот потенциал для укрепления единства между народами Казахстана. Неправительственные организации могли бы стать мощным инструментом межнационального согласия в условиях набирающего зрелость гражданского общества. В Казахстане поступление в вузы, как вы знаете, осуществляется путем компьютерного тестирования. Какая-либо дискриминация по национальным признакам здесь исключена. Прием на государственную службу осуществляется также по конкурсу, что также обеспечивается равенство возможностей всех национальных групп. Двигаясь по пути демократизации, мы должны быть готовы к тому, чтобы своевременно снимать любые возможные
межэтническое напряжение в нашем обществе. Третий вызов связан с тем, удастся ли нам в будущем сохранить разумное сочетание интересов казахской нации и десятков этнических диаспор, которые многие поколениями живут в Казахстане и считают ее родиной. Все эти годы мы шли эволюционным путем. Мы добились того, что среди казахстанцев, какой бы этнической группе они не принадлежали, крепнет осознание важности сохранения и укрепления казахского языка и культуры и его государственных функций. На сегодняшний день делопроизводство на государственном языке ведется в Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областях. Эти регионы отличаются высоким уровнем владения казахским языком гражданами всех других национальностей. Увеличено количество часов на изучение казахского языка в средних школах. За последние 2 года выросло число школ и детских садов с казахским языком воспитания и обучения. По сравнению с 2001 годом количество газет на казахском языке выросло на 25%, журналов на 12%, почти 95% всех электронных средств массовой информации половиной времени вещают на казахском языке. В стране созданы все необходимые условия и механизмы, способствующие развитию казахской культуры как фундаментального пласта общегражданской идентичности всех казахстанцев. Причем эти процессы шли и идут естественными темпами. Все это делается по мере создания условий для добровольного освоения государственного языка в стране. И никакого искусственного ускорения, тем более революционного подхода, как некоторые говорят, в этом отношении не должно быть. Одновременно государство решает задачи по сохранению и развитию языков, традиций, обычаев, культуры всех народов страны. Совместное проживание в Казахстане на протяжении столетий разных этносов выработало особый казахстанский менталитет. Ему чужды эмоциональные крайности, этническая обособленность. В его основе стремление к гражданскому единению, слиянию народов, традиций и ценностей. Уникальность современного Казахстана заключена в этническом многообразии. Это огромное богатство, общее достояние всего нашего общества, дающее казахстанцам возможность обмена с другими народами ценными культурными достижениями. Следует особо отметить, что русский язык по-прежнему остается в Казахстане языком межнационального общения, и это правильно. Многообразие культуры и языков – это неоценимый дар, благодаря которому становится возможным настоящее творческое взаимообогащение, подлинное развитие каждого народа нашей страны. Наш принципиальный подход к формированию казахстанской идентичности проверен временем. Нам необходимо и дальше двигаться в этом направлении спокойно, без эмоциональных перехлестов, возрождая казахскую культуру и сохраняя культуру всех национальных групп нашего общества. Модель межнационального согласия, реализованная за годы независимости, это одна из основ международного авторитета и престижа Казахстана в мире. Так, по уровню привлекательности для иммигрантов из России Казахстан по исследованиям занимает 3-е место, уступая лишь США и странам Европейского Союза. И наоборот, в ряде стран, например, в той же России, Словакии и других, для выходцев из Казахстана создаются более благоприятные условия для миграции. При этом особо отмечается толерантность наших граждан, их быстрая адаптация к иным культурным условиям, их уважение к обычаям и традициям местных народов при сохранении культуры и языка своего этноса. Хочу зачитать вам строки из письма, которое адресовал мне незадолго до своей кончины писатель Леонид Данилович Кривощеков, который год назад уехал из Казахстана. Он пишет: «Никогда прежде не мог и предположить, что однажды мне придется покинуть родной Казахстан. Ибо это не просто земля, которой я обязан своим рождением. Это нечто большее. Ведь именно там, где в неразрывном единстве проживает великое братство сограждан, многоголосое, разноликое племя людей, я связал свою судьбу с творчеством. Там мои духовные корни, мое начало – начало». Данные слова принадлежат человеку, всю жизнь
прожившему на казахской земле, ставшей для него духовной родиной. Все это, дорогие друзья, не мифические, а жизненные примеры эффективности национальной политики государства. В то же время, когда вокруг происходят масштабные террористические акты, когда люди боятся ехать в другие страны, когда на улицах великих столиц мира бесчинствуют расисты, Казахстан остается местом цивилизованных национальных отношений. Именно поэтому мы смотрим будущее с оптимизмом. Это будущее нам вместе надо строить. Главные цели и задачи Ассамблеи народов Казахстана определены в среднесрочной стратегии ее развития до 2007 года, которую мы утвердили на заседании. Но сегодня нам очень важно расширить практическую составляющую деятельности в работе Ассамблеи. В этой связи считаю целесообразным перейти к практике определения Ассамблеи народов Казахстана своих ежегодных приоритетов или задач. Это позволит повысить ответственность всех ее членов, малых ассамблей и их рабочих органов. Реализация намеченных планов позволит укрепить авторитет Ассамблеи во всех этнических группах населения Казахстана. В 2004 году нам надо сконцентрироваться на решении задач по 5 направлениям работы, я считаю. Первое. Необходимо выработать упреждающие механизмы реагирования на возможный рост напряжения на межэтнической сфере, главным образом под влиянием внешних обстоятельств. Прежде всего, это касается вопросов сохранения и укрепления межконфессионального согласия в стране. Поэтому поручаю Совету Ассамблеи совместно с Советом по работе с религиозным объединением при правительстве проработать вопрос и внести предложения по всему спектру проблем взаимодействия государства, религиозных общин в отношении между конфессиями Казахстана. Вторая задача данного направления связана с расширением механизмов взаимодействия Ассамблеи с институтами гражданского общества. 2 месяца назад мы провели в Астане гражданский форум. На нем были определены задачи и формы взаимодействия государства с неправительственным сектором по широкому кругу проблем. Полагаю, что свой гражданский форум может быть и в Ассамблее. Ее работа должна быть ориентирована на взаимодействие с НПО, решающими проблемы различных этнических групп населения страны. Самые национальные культурные центры являются неправительственными организациями и наряду с другими должны участвовать в конкурсах на получение государственных грантов. Вполне возможно создание при АНК ассоциаций этнических театров, творческих коллективов, общественных советов средств массовой информации, издающихся на национальных языках, объединений, национальных воскресных школ и других организаций. Несколько лет назад главные редакторы ряда казахстанских средств массовой информации подписали очень хороший, нужный совместный документ об этике освещения в прессе проблем в сфере межнациональных отношений. Его положения в основном соблюдаются. Но с тех пор возникли сотни новых СМИ. Кто может сказать, присоединились ли они к этой своеобразной конвенции? Думаю, что далеко не все. Об этом свидетельствует и ряд не вполне корректных публикаций в некоторых наших газетах и журналах. Министерство информации совместно с Советом Ассамблеи поручаю заняться этой проблемой. В Казахстане должны работать действующие законы, регулирующие межнациональные отношения. Если есть необходимость, то мы готовы рассмотреть предложения по усилению законодательства в этом плане, чтобы не подпускать разжигания межнациональной розни в любом его виде. Все законы есть, в Конституции прописано. Надо, чтобы они выполнялись и пресекались любые попытки, которые будут нам осложнять эту обстановку. Я сегодня призываю все политические партии Казахстана, надеюсь, что и вы призовете, выработать и заключить специальные соглашения, определяющие рамки использования этнической проблематики в своей деятельности и, в частности, в предвыборной борьбе. Ведь далеко не все нюансы можно рассмотреть в законодательстве. Для предотвращения излишней политизации этнических вопросов необходимо придерживаться определенных моральных принципов, этических норм. Это особенно важно в преддверии предстоящих в будущем году выборов в Маджлис парламента. Вторая задача.
Необходимо определить место и роль Ассамблеи в реализации только что принятой государственной программы «Культурное наследие». Эта программа содержит в себе глубочайший смысл. Как сказал великий поэт XX века Томас Эллиот, традицию нельзя унаследовать, ее надо завоевать. Речь идет не о возрождении патриархальных форм поведения, но о тех образцах нашей древней и современной культуры, которые дают нам нравственную силу, помогают сохранить себя в бурном потоке истории. Иногда история соответствует остроумному изречению: то, что забыли сыновья, стараются вспомнить внуки. Возрождение культуры – наше общее дело. Культурное наследие Казахстана включает не только казахскую культуру, но и культуры каждого этноса, живущего в нашей стране. Поэтому национально-культурные центры должны принять активное участие в реализации этой программы. Прошу Совет Ассамблеи составить совместно с Министерством культуры план действий по участию национально-культурных центров большой и малых ассамблей народов в реализации задач программы «Культурное наследие». На осуществление, как вам известно, выделены солидные средства. В их освоении должны принять участие наши ассамблеи. Третье. Будущий год – это год России в Казахстане, который начнется с Нового года. Завершились основные мероприятия года Казахстана в России. Активное участие в проведении года приняли малые ассамблеи народов, организовавшие в приграничных областях фестивали «Дружбы народов-2003». В Москве представители национально-культурных центров приняли участие в выставке, посвященной Казахстану. Завершающим аккордом года стали только что прошедшие дни Ассамблеи народов Казахстана в Москве. Все эти мероприятия были направлены на укрепление дружеских связей между нашими народами, на углубление взаимопонимания людей и народов. Теперь наша задача – обеспечить высокий организационный и культурный уровень года России в Казахстане. Особо хотел бы отметить, что предстоящие мероприятия следует использовать для всестороннего развития культуры всех народов Казахстана, для которых Россия является этнической родиной. Это русские, татары, башкиры, чеченцы, ингуши и многие другие. Четвертая задача. В будущем году будет отмечаться 50-летие начала освоения в Казахстане целинных и залежных земель. Огромный вклад внесли в развитие сельского хозяйства представители тогда многих народов. 50 лет назад сотни тысяч молодых людей и разных концов бывшего СССР прибыли в Казахстан. Кто-то впоследствии вернулся в родные места, а для кого-то Казахстан стал второй родиной, родным домом, где появились их дети и внуки. Конечно, в годы освоения целины были совершено немало ошибок экологического, экономического характера, допущен ряд перегибов в национальных вопросах. Но бесспорно другое. Плюсы и минусы целинной эпопеи несопоставимы. Именно освоение целины стало решающим условием стремительного рывка в развитии сельскохозяйственного производства в Казахстане полвека назад. В этой связи я предлагаю в будущем году в Астане, некогда бывшей целинной столицей, а ныне ставшей столицей и символом независимого Казахстана, провести мероприятие, посвященное этому юбилею. Пусть те, кто 50 лет назад приехал поднимать целину, увидят, как изменилась наша страна, как расцветает наша и их столица.